Обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры, модернизация инженерных сетей – это главные задачи, стоящие перед программами устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. Федеральный проект реализуется в Ингушетии с 2022 года. Наша республика оказалась в числе 3 пилотных регионов наряду с Осетией и Дагестаном, на территории которых Минэкономразвития России внедрена эффективная система управления ЖКХ. Так, за счет федеральных средств Ингушетии в 2023 году заработал единый оператор водоснабжения. К моменту создания единого оператора на территории республики которые обслуживали водохозяйство республики, в основном было 3 предприятия. Это был МУП «Водоканал», Малгобек водоканал, Ингуш-регион водоканал и Магаз водоканал. Все 3 предприятия находились под банкротство и сейчас находятся под стадией банкротства. На сегодняшний день, вот как начал работать единый оператор с 1 августа, у нас с налогами проблем нету. В республике провели инвентаризацию имеющихся коммунальных предприятий, передали имущество новому оператору и сформировали экономически обоснованные тарифы на предоставляемые услуги. Изношенные водопроводные сети, острый дефицит жизненно важного ресурса, банкроты предприятия, высокие задолженности. Многолетняя проблема воды начала поэтапно решаться благодаря федеральному проекту. У нас практически не осталось ни бесхозных, не имеющих хозяев водных объектов, что скважины, что водопроводные трубы, что водозаборы. Мы что еще сделали? Одна из вопросов была для того, чтобы создание пилотного проекта, это рассчитать экономически обоснованный тариф. Мы его рассчитали, порядка 78 рублей он получился. Но, еще раз подчеркиваю, для населения тот тариф, который был в предыдущие годы, он остался неизменным. Программа развития северокавказских регионов была утверждена в ноябре 2021 года. По поручению Михаила Мишустина финансирование программы началось с 1 июля 2022 года. В пилотных регионах созданы единые ресурсоснабжающие центры, региональные операторы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, просчитаны экономически обоснованные тарифы и привлечены к работе квалифицированные кадры. Достаточно сложно было консолидировать эти активы, ввиду того, что часть предприятий была в банкротстве, часть бесхозных, как я сказал. И в конечном итоге на сегодняшний день уже свыше 70% консолидировали в Дагестане тепловодоснабжение. По Ингушетии фактически 100% воды консолидировали, водоотведения. Ну и по Осетии тоже около 80%, свыше 80% водоотведения. И на сегодняшний день Осетия занимается теплом. Всего Ингушетии выделено 148 миллионов рублей. Создание единого оператора позволило сократить расходы на восстановление и обслуживание. В рамках проекта в республике с августа прошлого года устранено более 400 порывов на сетях водоснабжения и водоотведения. На водозаборах установлено 20 глубинных насосов. В Министерстве ЖКХ и энергетики республики подчеркнули, что эти мероприятия позволили значительно повысить качество водоснабжения некоторых сельских поселений. Большая проблема была сельское поселение Плиево с водоснабжением. Я с уверенностью сегодня могу сказать, что в прошлом году мы сделали, чему я говорю, такой мини-тампонажный колодец, который обеспечивал на сегодняшний день Плиево с водой больше 90% с водой. То же самое, например, в Кантышево было проведено ремонтные работы, построен водовод протяженностью 300 метров, была заменена труба. У нас большие проблемы были, такое поселение есть, как Герберкюрт. Там воды не было годами, месяцами, годами уже точно. На сегодняшний день Герберкюрт обеспечивается водой. Произошедшим улучшением не нарадуются жители Гербек-Юрта. В этом году решилась их многолетняя проблема водоснабжения. Теперь им не нужно ждать подвоза воды. Жестко экономить ресурс в быту. Для сельского поселения провели несколько сотен метров водопровода, установили накопитель объемом в 1000 кубометров воды. По словам заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, впервые за долгое время в пилотных республиках удалось сформировать и приступить к реализации инвестиционных и производственных программ. Они учитывают основные потребности регионов и в модернизации коммунальной инфраструктуры. Чтобы люди получали услугу гарантированно и в полном объеме. Вот, наверное,
Это, собственно говоря, самое важное во всей этой истории. Но путь, еще раз говорю, что он непростой, несколько десятилетий эта проблема, к сожалению, не находила решения. Надеюсь, что у нас получится вместе с субъектами. Также в рамках программы в пилотных регионах усилена работа с задолженностями за услуги ЖКХ и повышением уровня собираемости платежей. В Ингушетии показатель собираемости платежей увеличился до 50%. Для его достижения единым оператором принимались различные механизмы. Ведется такая претензионная работа. Ведется сначала претензионно, передается в суд, судебный приставам все. И в том числе отключение от центральных магистралей. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров отметил, что применение справедливых тарифов и мероприятия по улучшению платежной дисциплины позволяют ликвидировать задолженность, нарастить выручку ресурсоснабжающих предприятий. Все это положительно влияет на финансовое состояние энергокомпаний региона. Федерация взяла на себя некие обязательства. Обязательства – это при поднятии тарифа и установлении, точнее его экономически обоснованным, население платит все равно льготный тариф. И компенсацию вот этой разницы Федерация взяла на себя для того, чтобы адаптироваться к этому процессу, значит, и поэтапно, соответственно, и улучшать возможность платежной дисциплины. Потому что еще плюс ко всему этому, я говорил там о присоединениях несанкционированных, очень плохая дисциплина сбора платежей. И тут такой момент, там платят люди или куда они платят, но деньги до предприятий не доходят. Поэтому на сегодняшний день также организована эта работа. Помимо вот единого оператора, на сегодняшний день сформированы еще и единые расчетные центры. В планах до истечения 2024 года довести уровень собираемости платежей в Ингушетии за коммунальные услуги до 67%. В соответствии с графиком, единый оператор в текущем году должен произвести работы на сумму порядка 380 миллионов рублей. Это федеральные средства и платежи за потребленную воду. Всего на реализацию пилотных программ в 2022-2023 годы из Резервного фонда правительства России выделено свыше 1 миллиарда рублей. В этом году на эти цели планируется направить дополнительно около 6,5 миллиардов рублей. По поручению председателя правительства России для безболезненного перехода населения на новые тарифы пилотные программы продлены на 3 года до 2027 года с сохранением федеральных субсидий. Диана Дударова, Магомед Дарсигов, Магаз 24.